Здравствуйте, с вами журналист Олег Желнин и телепрограмма «Точка взаимодействия». Сегодня тема нашей передачи – капитальный ремонт многоквартирных домов. В июле прошлого года принята новая региональная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Саха-Якутия правительством Якутии. Отсутствие надлежащего технического обслуживания жилищного фонда республики привело к повышению показателей физического износа и аварийности многоквартирных домов. Потребность реализации программы составляет порядка 160 миллиардов рублей, что является одной из основных проблем по проведению технического состояния общего имущества многоквартирных домов в соответствии с требованиями технических регламентов. С 2022 года по 2051 год планируется отремонтировать 3399 многоквартирных домов общей площадью более 11 миллионов 246 тысяч квадратных метров. Финансовым ресурсом обеспечением программы являются взносы на капитальный ремонт, уплаченные собственниками помещений в многоквартирном доме, доходы, полученные от размещения средств фонда капитального ремонта, средства финансовой поддержки, предоставленные в соответствии с статьей 191 Жилищного кодекса Российской Федерации, а также кредитные или иные заемные средства, привлеченные собственниками помещений в многоквартирном доме на проведение капитального ремонта общего имущества в этом доме. Соисполнителем региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов является региональный оператор и коммерческая организация Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Республики Саха-Якутия. И в гостях нашей телепередачи Владимир Ионин, директор Фонда капитального ремонта Республики Саха-Якутия. Что изменилось на сегодняшний день в фонде капремонта? Есть у нас нововведения, мы стали много чего применять. Мы, например, сняли напряженку по лифтовому хозяйству. А когда-то еще предшественники до меня приняли пилотный проект по модернизации лифтового оборудования. И сейчас у нас тарифы состоят в республике из нескольких градаций домов. Есть для деревянных домов свой тариф, есть для многоквартирных домов без лифтов свой тариф, и которые с лифтами. И все эти три тарифа действуют для жилых помещений и для нежилых помещений. Вот, благодаря этому пилотному проекту получилось, что в республике все, что было изношено по части лифтового хозяйства, мы все поменяли. Вот, также мы начали уже ремонтировать газ. До еще недавнего времени газ, внутридомовое газовое оборудование ВДГО не ремонтировалось от слова вообще. И это прям такой серьезный прорыв, потому что даже в городе Якутске достаточно много домов, которые уже в свой срок эксплуатации по газовому оборудованию превзошли. Вот, что даже в городе Якутске достаточно много домов, срок эксплуатации по которым вышел. Там есть процедура, когда приходят, там при проверке могут продлить на, грубо говоря, 2 года. Потом еще раз могут прийти, еще раз продлить, например, на год, а потом уже все, дедлайн, нельзя дальше продлевать, потому что износ сетей. Из-за этого нужно просто брать и менять, идти ремонтировать. Мы потихоньку начали уже менять ВДГО. Большая часть, конечно, это город Якутск. Также делали в Максоголохе, в Жатае и еще в Нижнем Куранахе будем менять. Вопрос ремонта газового оборудования в многоквартирном доме всегда был очень острым в столице Якутии, где практически все многоквартирные дома потребляют газ. Одна просьба от жильцов многоквартирного дома по адресу Якутск, Дзержинского, 8/2.
Летом отключили от газа этот дом, уже осень, но до сих пор вопрос подключения к газу не решен. Управляющая компания провела экспертизу газового оборудования и предоставила газовикам. Но уже осень, этот вопрос никак не решается. Просьба газовикам столицы Якутии решать эти вопросы быстро и надежно. И в этом году в данной ситуации, если действительно газовики скажут, вот экспертиза, все, ваш дом подлежит чему тогда получается? Ну, капремонту должен быть, да. Замене полностью ВДГО, внутридомового газового И оборудования. это управляющая теперь от газовиков идет к вам или как вот система? Нет, мы маленько тут в своем графике, скажем так, пребываем. У нас есть региональная программа, которая вновь была утверждена в 2022 году, рассчитана на 30 лет. В течение 30 лет мы должны поменять все конструктивные элементы во всех домах в республике. И мы живем краткосрочками. Краткосрочка это 3 года. Сейчас идет краткосрочка 22, 23, 24. И вот те дома с конструктивными элементами, которые находятся в краткосрочной программе, они деньгами обеспечены. Все, что находится за пределами краткосрочки, то пока финансово не обеспечено. То бишь будет, когда краткосрочка 25, 26, 27, то тогда те дома будут финансово обеспечены. В республике не хватало подрядчиков, то есть капремонт практически некому было делать. Сегодня как дела обстоят? Такая же проблема. Такая же проблема, да? Да. Город Мирный, например, в этом году очень много аукционов не состоялся, некому делать. Ну нет, это не усложняет, это как бы другой подход. Есть люди, просто не понимающие, например, нашу географию, нашу доставку и так далее. То бишь надо же логистику понимать. У нас же все попадает в республику 3 путями. Либо через Южную Якутию, Неринги, там ЖД авто, либо через Западную Якутию, через Ленск, там Витим-Пеледуй, оттуда, да, Осетрова, либо Северный морской путь. Авиационно не навозишься. То бишь, ну вот так. И, соответственно, дальше логистика тоже либо где-то там в Нерюнгре осталась, либо из Якутска разъехалась, либо из Ленска переехала. Вот в таких условиях как удается делать ремонты, честно говоря, вот удивительно просто. Не, ну, бывают сложности, и подрядчики бывают, и двоечники, и хорошисты, и даже отличники у меня тоже появились. Вот. Например, там в прошлом году мы много чего сделали в поселке Депутатский, просто из Якутска, тот подрядчик, который выиграл, там человек 20 вместе с поваром туда отправили, вот они там жили, ремонтировали все подряд. Так мы там отопление в мае закончили. То бишь настолько как бы было комфортно. А также этот подрядчик нынче зашел в Уснеру, а оказалось там работать некомфортно. Там люди сидят на чемоданах и все думают, что я завтра, послезавтра уезжаю отсюда. Все нормально, например, в Зырянке, и все плохо, например, в Чернышевском. Из недавнего Нерюнгри по объемам примерно был такой же, как Якутск. Сейчас там, ну, в этом году по программе маленько меньше, то меньше. Мирно, например, у меня вот реально куча аукционов не состоялась, никто не заявился. Разговариваю с подрядчиками, у кого там объемов маловато и так далее. Заходите в Мирный, заходите. При изменении регпрограммы мы пытались учитывать комплексность, чтобы зайти и как-то максимально дом отремонтировать, чтобы не ходить туда через год, да каждый год с ремонтами разных конструктивов. Вообще, если честно, по-правильному, я считаю, вообще в идеале, крыши надо делать вместе с фасадами, а инженерку нужно делать вместе с подвалами и с фундаментами. Вот так правильно. Из независимого может быть только электрика и лифты. Их можно делать, ну, круглогодично. Пришел конструктив, он стоит там примерно столько-то денег, надо ремонтировать именно его. Можно менять конструктивы не в ущерб другим домам. То бишь в рамках одного дома, через решение собственников можно это делать. Вот. И если разница будет минусовая в деньгах, то нужно еще и компенсировать из каких-то источников. Вот. Если плюсовая, то можно. Либо должен быть источник, например, софинансирование муниципального образования.
либо собственники приняли решение об увеличении минимального размера взноса. То есть сейчас фонд капремонта все-таки зависит от жителей, которые платят взнос. Ну, конечно, мы же для них же. То бишь, первые деньги, которые мы тратим, это деньги котловые, которые дом сам себе собирает. Вторые, этих денег, обычно их, как правило, не хватает. Вторые средства, это заимствованные из общего котла. Это мы заимствовали у тех домов, которые прямо сейчас не ремонтируем, но они все равно платят. Вот. И когда этих денег тоже не хватает, мы еще привлекаем республиканский бюджет. Хочу сказать, что мы один из немногих субъектов в стране, где субъект реально финансирует проведение капремонта. Таких прям совершенно немного. А то, что где есть еще и муниципальное софинансирование, таких вообще там, по-моему, пальцев на одной руке хватит. А что, у нас и муниципальные есть? Да, да. Нас финансируют, например, отдельно Нермегринский район, отдельно поселковые были там Золотинка, Беркакит, Хани, Зырянка, Ленский район, сам город Ленск. Вот сейчас Алдану 100 лет, город Алдан софинансировал. Ну, вот нынче в 2023 году у нас появится первый населенный пункт, в котором все дома по всем конструктивным элементам будут отремонтированы. Ну и, скажем так, бывая в тех краях, я обязательно езжу сам в Золотинку, смотрю, как дела происходят, как двигается. Вот нынче будет финиш. Сейчас вот они софинансировали поселок Беркакит. Тут это взаимодействие муниципалитета, власти в Якутске, она имеет такой пример? Нет, наверное. Тогда не будем это трогать, да? Чтобы не было больших вопросов к фонду капитального ремонта, надо заходить на сайт фонд капремонта и смотреть, когда у вас будет ремонт. Там все расписано по годам. Единственное, что нужно от вас, это инициатива и внимательность. Видеоматериалы СМИ телепрограммы «Точка взаимодействия» вы можете увидеть на YouTube-канале Округ ТВ, а на своем телефоне или на компьютере набираете Округ.тв, смотришь и комментируешь. Интернет-ресурс Округ ТВ.